华共和国政府和龙兴有限公司2018至2019年共同促进普瓦 генерального директора общества с ограниченной ответственностью Луксин господина Оуян Люмяо и выпускников на общее фотографирование. Не исключая, что и для наших партнеров это выгодно. Ну, например, вместе с Лунсин мы уже имеем хорошую практику реализации фонда поддержки оленеводов. Это мобилизация государственных бюджетных денег со стороны республики. Мы вкладываем 50 на 50, то есть но все же растет. Конечно же, вы как взрослые люди понимаете, что если там пройти какой-то, то мы произвели сейчас подписание соглашения, она не является обязательным с точки зрения закона. Вы знаете, что законодательство Российской Федерации регулирует взаимоотношения с частными инвесторами таким образом, что если они платят свои налоги перед государством, это и является главным предназначением взаимоотношений общества, тем более государства, с частными компаниями, частными предпринимателями. Лунсин является, как там говорят, честным налогоплательщиком, да? Честным налогоплательщиком. По прошлому году, я даже не помню статистику, сколько они заплатили налогов. Не знаю. Региональный бюджет в прошлом году оплачен 126 миллионов рублей, а с начала уплата налогов это с 2015 года за 3,5 года 430 миллионов рублей региональный бюджет. Согласитесь, довольно так существенно. То есть для нашего республиканского бюджета, не говоря про федеральный, на наш региональный бюджет Лунсин по прошлому году 126 миллионов рублей заплатила. За эти годы в наш бюджет республики более 400 миллионов рублей, как сейчас только что проинформировал нас министр финансов. Все-таки не исходим из такого формализованного подхода. Мы со своими недропользователями ведем диалог. Диалог направлен на то, чтобы мы имели контакты, какие-то более, что называется, позитивные взаимодействия. Это взаимодействие основано на совместном шаге навстречу. В правительстве Тувы мы прилагаем усилия, чтобы, например, строя дорогу асфальтированную в сторону села Сарыксеп, мы подразумеваем, что будет пользоваться этим прежде всего Лунсин. Мы подразумеваем, что улучшая дорогу в сторону Торахем, Торжинского Кажуна, мы подразумеваем, что это мы тем самым тоже формируем определенную привлекательность для нашего предприятия Лунсин. Таким же образом мы сейчас ведем в правительстве Тувы переговоры по поводу электрификации Торжинского Кажуна. Конечно, это не завтра произойдет, но все же мы ведем очень непростые переговоры по поводу того, чтобы недропользователи, в том числе государство, приложило усилия к тому, чтобы обеспечить электрификацию Торжинского Кажуна. Это то, что помимо формализованных отношений, где они должны являться, быть налогоплательщиком честным и добросовестным, есть еще и как недропользователь федеральных недр. А мы с вами должны знать, что в Республике Тыва, будучи регионом, все недра являются федеральной собственностью. И в этом отношении, как недропользователь, он должен выполнять требования законодательства, прежде всего экологического законодательства. И есть надзорные структуры в лице, прежде всего, федеральных надзорных структур, как ТУА, вернее, Росприроднадзор, там, да и другие, очень много, Ростехнадзор и так далее. Насколько я знаю, Лунсин справляется с этими своими обязанностями и в той или иной мере на сегодняшний день выполняет экологическое законодательство. Часто в региональном правительстве мы ведем такую работу, направленную не только на формализованность, опять же, закона, да, где Лунсин обязан выполнять требования законодательства,
Но мы также своими глазами вместе с депутатами довольно часто ездим, чтобы удостовериться в честности, например, надзорных структур. Мы также ведем себя таким образом, чтобы кроме формализованного такого взаимодействия с недропользователем, давайте договоримся с вами, что ни в каком другом законе не написано, чтобы там недропользователь обязательно у себя там трудоустраивал жителей региона. А мы просто договариваемся о том, что не менее 60% ваших работников должны быть жители Тувы. Правда, я сперва требовал 80%. Мои коллеги с Министерства экономики меня все-таки поправили, и в этом соглашении, насколько я знаю, более устоялась вот эта цифра 60. Правильно же? 70. Золотую середину все-таки. Сегодня же вам речь 71%, это 615 человек, жителей республики, которые работают в себя. Ну, вот как видите, все-таки в мою пользу пошло 71, все-таки не 70. Значит, 71% это жители республики Тыва и 615 человек. 615 человек наших граждан, то есть жителей Тувы, работает на этом предприятии. Для меня это радость. Я несу особую ответственность перед народом за их трудоустройство. Поэтому хотел бы поблагодарить наших партнеров за такой подход, за такое отношение. Но одновременно в правительстве Тувы мы также следим за тем, чтобы средняя зарплата, ну, по крайней мере, зарплата на предприятии, она была установлена российским законодательством в правилах. Ну, а желательно, конечно, выше. Сейчас на этот момент времени не подскажете, какая средняя зарплата? Средняя по Лунтину получается на соответствие республике, это порядка 28 тысяч, в отдельных профессиях она выше, порядка 60 тысяч рублей. Ну, такие курсы вычисляют. Вот как должностное лицо я требую, чтобы правительство следило за уровнем зарплат. Поэтому мы обязаны следить за тем, чтобы на предприятиях, во-первых, была достойная зарплата и одновременно большее количество рабочих мест. У предпринимателей, таким же образом у частной компании, наверняка несколько противоположный интерес. Там зарабатывание прибыли и в этом отношении уменьшение разных, возможно, трат, это вот их интерес. Поэтому мы иногда здесь где-то состыковываем свои противоречивые интересы и выходим на совместные какие-то результаты, и я этому тоже очень рад. Итак, 71% работающих на этом предприятии являются жителями Республики Тыва. Я хотел бы еще раз поблагодарить моих партнеров за выполнение пунктов соглашения. Одним из пунктов соглашения, как только я вступил в должность, я инициировал перед Лунтином именно подписание публичного и открытого соглашения. Не на уровне общих каких-то договоренностей между руководителем в кулуаре или в тишине кабинета. Я не хочу, чтобы мои отношения они были связаны с какими-то, если хотите, коррупционными какими-то интересами. Нет. Я обязан следить за тем, чтобы мои партнеры они были защищены со стороны закона от бесчинства чиновников, независимо от кабинета, в том числе и моего кабинета. Поэтому я рад, что вместе с Лунтином мы публично открытое соглашение подписали, где пунктами наших принципиальных позиций явились вот эти самые моменты. Это число работающих именно граждан, которые проживают на территории республики. Второе, это то, что Лунтин должен совместно с правительством Тувы приложить усилия к тому, чтобы готовить из местных кадров для себя специалистов. И мы тогда договаривались о том, что мы со своей стороны должны вкладывать усилия на то, чтобы в Торохеме сделать среднее специальное учебное заведение, которое будет для них готовить среднюю профессиональную уровень. И там же в этом соглашении было подписано о том, что Лунтин берет на себя обязательства по поводу обучения инженерных кадров из числа граждан
проживающих на территории Республики Тыва. И вот это вот событие, которое сейчас происходит, является реализацией этого пункта. Я за это очень благодарен Мунсину, потому что мы шли к этому довольно долго. Менее ташлы не жил, то что обозначено. Он следует немножко жители болдумас было. Ерге он экипе болдумас. И кремн бетінде топтардың шектеуіне шығарылды, екіп одан олды. Қаш жыл жаңа 4-5 жыл ішінде өріндерін шыдауыстады. Шыдауыс болмады, үлкен кербейіндер дейді. Оның екі жүдегі осы сілерге уже қалыс болды. Шоқты жылдарынан өрінді жылдарынан стипендия төледі. Bir жүге bir ayda ücret, bir yüzleri çeyirdim. Sağmayın da 5 kişiye çeyirdim, 3 kişi odalarını 3 kişiye ücret. Жаңаштың ол жөнінің арасында осы сілерге жөнінің машқаларын төлеуі шағын, чейірдің машқаларының азы бір айда төлеуі шағын, сілердің өріндігінен азы төледі бұл компания. А сілер үштің бозы өріндігінеріне қадаттың жаза төледі. Ол дегені басықты қол қарсы алған сілерге. Убань бар болсыңызда, сілердің оныңа кеше кейері болдың бар. Убань дегені кеше чалғари берді, жадавасы жоқ болса. А мен бана просто қадаттың өйдешкі беретін жоқ болса, тұл өріні адеш бар болды. Жоқ, тұл өріні дежіңіз. Компания, комбинат кажда адештер бар тұрсы. Тұл өріні де болсыңызда, оңын біз өскі бір линиялы сәлін ажырыстырыз. Дегадым олар. Оны екі болағын ашы частыр болмады. А тоже жылары кері болған дері менен көріп жүр. Мен арим олар тұрған женам. Сески жены постоянно чарлы барында амчевы лергөді подап тұрған менен. Одала менің де кежілден база тұрай көчіме дері қыдымдан мен контролдеп тұрады. Тыңнап бар болсалы бұл стерді шилейді бішейді қарсалығы бөрі көді подап тұрдым. Бұл шелік бағын көрмей ажыр башқа іштер. Он действия разнарзалы шут қанжары степне келешөз. Я же уважаю, ты что? Я учился китайцам. Переводчик есть, да? Здесь. Учился китайцами. Вместе с китайцами учился, что интересно было. Мы-то плохо одевали, плохо язык знали, китайцы плохо знали. Мы вместо всякой лекции сами писали. Это раз. Во-вторых, китайцы всегда хорошо одевались, у них такой хороший костюм, это было. А китайцы без очереди баню пускали, без очереди в театр. А я тоже китайский одену вот таким образом, да? Как китаец. Меня без очереди пропускали. Понимали? Вот эту книгу я написал. Это второе. Второе, покойной моей жены, дядя, был врачом центральной поликлиники китайской коммунистической партии. И там лечил руководство, в том числе Мао Цзэдун. Да. И вот, значит, и привез всякие подарки дали. Ну, красный знамя такой подарили такой. Я директором работал на Тавраке, да? Мой сын там красный знамя вот так, а там китайский написано. КГБ забрал. И все, блага нету. Поэтому я хотел вот здесь подарить вам. Как китайцы мы работали, тут хорошо написано. Вот, видите, какой я малый. Вот я вот такой подарок. Спасибо. Да. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо. Я у вас на комбинате был, тогда у меня нога плохо работала. А у меня палка была. Я также потерял там палку, потому что что-то мне понравилось. Единственное, что хорошо, дорогие друзья, прошу вас. Я работал директором крупнейшего комбината, очень крупного комбината. Самое главное, экология я прошел. Потому что это серьезное дело. Мы имеем такой опыт в Автовраке, мы имеем такой же технологию, как у вас, кобальтовый комбинат. Там тоже, значит, в результате нашей безответственности осталось вот отходы. И вот такой просьба была вот такая. Желаю здесь спасибо тебе. Спасибо, дорогие друзья, спасибо. Да. Мы согласен, что 70%. Более того, в реальности сейчас на предприятии Лунсин работает 71% работников, это жители Республики
этого. Я этому рад. На территории Тандынского Кажуна большей части у них сейчас работники из Кемеровской области, с Ростовской области и даже, по-моему, с Донецкой области Украины. Понятно, это такое сложное добыча. Сейчас они начинают осваивать эту шахтовый метод добычи угля. И на начальном этапе правительства мы пока к этому вопросу, ну, если хотите, лояльно относимся. Надеемся на то, что Межгей-Уголь в том числе прислушается к примеру Лунсин. 71% работников Лунсина являются жителями Тувы. Второе, в правительстве Тувы мы следим за средней зарплатой на предприятии. Мы должны защищать своих граждан с точки зрения работы, чтобы они, вкладывая свои усилия, свои трудовые и профессиональные навыки, они получали по заслугам, а не это было каким-то рабским трудом. Если хотите, обязывать к тому, чтобы они повышали зарплату. Второе, вот соглашение, которое при вашем присутствии, которое сейчас подписано, оно связано с одним из выполнений пункта вот того соглашения, которое мы подписали, если не изменяет мне память, я начал переговоры прямо с 2007 года, и она была подписана, ну, мне поправить, по-моему, в 2010 в 2009 году. В 2009 году, как видите, это соглашение имеет уже историю. Есть у нас положительный опыт, то, что вместе с Лунсином 50/50 мы содержим фонд поддержки оленеводства. Правительство за счет бюджетных денег вкладывает 50% средств этого фонда и Лунсин равномерно, чем так же, как мы вкладываем, они вкладывают в этот фонд, и за счет этих денег мы субсидируем содержание оленей. Это то, что мы договорились, и сейчас это выполняется. Насколько я знаю, руководителем попечительского совета является депутат Верховного права. Это является как раз то, что мы тогда подписали, это то, что Республика Тыва должна реализовать на территории Торохима, то есть районного центра Торжинского Кажуна, среднее специальное учебное заведение. Вы знаете, что это Торохим, это и есть. И вместе с Лунсином мы именно там готовим сейчас специалистов. Выбрать кандидатами на то соглашение, которое я только что подписал с Лунсином. Я не знал, только что с ними познакомиться с ребятами. Каждому подошел и спросил, что он закончил, где закончил, откуда он родом. С удовлетворением могу сказать, что вот 5 ребят, которые школу заканчивают в Торохиме, они сейчас поедут в самый престижный университет, в один из самых престижных университетов, ну сами подумайте, он входит в шестерку рейтинговых университетов по инженерным профессиям. Харбинский промышленный университет, который является, если хотите, ну, просто пример. Именно в Харбинском промышленном университете формируется космическая программа Китайской Народной Республики. И, конечно, то, что ребята наши поедут именно туда учиться, государственное учреждение, учебное учреждение, которое находится на особом попечении правительства Китайской Народной Республики, и она в рейтинге мировых этих инженерных вузов является одним из передовых, это здорово, но одновременно большая ответственность. Я постарался каждому из ребят в глаза взглянуть и сказать: пожалуйста, если ты не сможешь, то лучше сейчас скажи. Потому что занять твое место потом очень сложно будет. Ты должен быть одержим тем, чтобы до конца дойти. Разумеется, за учебу будут платить Лунсин. За общежитие, за учебу, и плюс они берут на себя стипендию. Ежемесячно каждому из 5 ребят будет платиться 20 тысяч рублей. По китайской программе это будет стипендия 30 тысяч рублей. То есть имеется в виду по правительству Китайской Народной Республики. Итого это будет бесплатное обучение для них, и плюс общежитие, и плюс стипендии. Вам, журналистам, даю повод для того, чтобы вы вникли и изучили, может быть, кто-то своего родственника туда получил. Я надеюсь, что этого нет.
Надеюсь, что ребята, которые туда едут, это действительно лучшие из лучших. Хотим благодарить, что вам верите за высокую оценку нашей работе. 因为是龙兴的这个一个发展的理念，就谢谢。 Еще одно бы хотел, знаете, обратить ваше внимание. Вот, к сожалению, интернет – это то пространство, в котором часто гуляет разного рода информация. Где-то правда, где-то полуправда, а где-то прямая ложь. В этом отношении довольно модным является там обсуждение темы по поводу продажности властей, плохой власти, необъективной власти и тому подобное. Пусть это останется на совести тех, кто об этом пишет. Я все-таки хочу обратить внимание на факты. В данном случае факты таковы. Мы живем в большом государстве. Частью этого большого государства является Республика Тува. И в этом большом государстве все регулируется Конституцией Российской Федерации. В этом основном законе написано о том, что недра, то есть то, что лежит под ногами у нас, полезные ископаемые, это является не региональной собственностью каких-то там Тюменской области, или там Ингушетии, или там Алтая, тем более Тувы. Это является федеральной собственностью, то есть она принадлежит народу России. В этом отношении использование недр, в том числе продажа недр, является полномочием федеральной власти. И решение по поводу ее продажи принимается прежде всего правительством Российской Федерации. И проводится там конкурс. Вот мы, например, на сегодняшний день, я с обидой вам могу сказать, получили ответ на мою просьбу по поводу покупки правительством Республики Тува Ондумского месторождения углей в поселке Актау Челихорского Кажу. Мы выступаем субъектом, где мы хотим перед Роснедрами выступить с инициативой, что правительство Республики Тува готово выкупить актарское это месторождение углей, где, по-моему, около 700 тысяч тонн всего углей, но энергетических углей, которые нам необходимы для перезимовки. Конечно же, вы знаете о том, что в обществе, в Туве существует такое мнение, что мы живем, казалось бы, в угольном регионе, а почему цены на уголь растут? Очень сложно людям объяснить о том, что сегодня уголь является таким же продуктом, как любой продукт в магазине. Она формируется на основе собственника, который его купил. На сегодняшний день Кахемский угольный разрез и другие месторождения являются частными компаниями. Правительство Тувы участвовать в этом ценообразовании имеет очень маленький шанс на то, чтобы регулировать эти или влиять на эти цены. Имеет просьбу о том, что, может быть, мы лучше давайте купим свое месторождение и потом будем формировать там свое ценообразование, которое направлено прежде всего на социальную ситуацию. У нас бедное население, а значит, мы не имеем права увеличивать стоимость угля. Будем датировать или находить экономически целесообразные формы хозяйствования для того, чтобы рентабельность была максимально хорошей, для того, чтобы обеспечить низкую цену. Получила ответ отрицательный, что мы не собираемся его выставлять, нам неинтересно и так далее. Я буду настаивать на том, чтобы это актарское месторождение все же вышло на конкурс и по возможности правительство, может быть, с каким-то частным партнером, еще раз обращаюсь ко всем, кто хочет вместе с нами его осваивать, будем стараться его выкупить, если он все-таки выйдет на конкурс. Итак, говорю о том, что недра является федеральной собственностью. В данном случае говорят о том, что Лунсин, например, купил это месторождение, потому что правительство Тувы им продало. Не соответствует действительности. Более того, это было продано Лунсину в 2006 году. Я вступил в должность в 2007. Благодарен нашему частному партнеру за то, что он пошел нам навстречу по поводу публичного открытого соглашения. Мы обсуждаем, как нам вести, а открыто для всего народа говорим, о чем мы договорились.
И один из пунктов нашего соглашения сегодня мы реализовали, и я этому очень рад. Экологии. Мы должны с вами понимать, что промышленное развитие – это всегда компромисс. Само собой разумеется, было бы здорово, если бы вообще ничего не тронуто было. Это был бы идеальный вариант. Но с другой стороны, для того, чтобы Тува развивалась и люди имели возможность приносить зарплату домой, нам надо, чтобы было у нас производство, где люди бы, работая, зарабатывали деньги, а выпускался товар, который востребован. Да что уж там говорить, вон, пожалуйста, вон красивое здание, там дворец молодежи. Я обещал нашим ребятам молодым его построить в год молодежи. Я не смог этого сделать. Я очень извиняюсь. Понимаю, что не рассчитал. Но дворец молодежи, видите, он стоит уже 4-й год долгостроен. Как нам найти эти 400 миллионов рублей для того, чтобы его достроить, и наши дети имели возможность, помимо просто учебы в школе, заниматься и за студией, или там ходить на более другие неурочные какие-то виды кружков, секций и так далее. Конечно, только зарабатывая деньги. Только по прошлому году, сейчас было сказано, более 160 миллионов рублей доходов в республиканский бюджет принесли. Я им только скажу спасибо за это. Другое дело, я требую о том, чтобы Лунсин выполнял, а может быть перевыполнял все требования экологического законодательства. Для себя осознаю, что то место, в котором они сейчас работают, она для нас является просто жемчужиной Тувы. И в этом отношении, конечно же, понимаю те тревоги людей, которые высказывают иногда и незаслуженно, а иногда довольно так четко по поводу того, что бережно относитесь к тому, что вы сегодня осваиваете. Я на их стороне. Надзорная структура, которые следят за этим. На этот момент времени у меня нет сигналов по поводу того, что выходит за пределы законодательства. Я первым буду стоять против Лунсина, если это произойдет. И более того, скажу о том, что на сегодняшний день по поводу экологии, по поводу, вообще говоря, восприятия, как там работает предприятие, я настаиваю на том, чтобы общественная палата, депутаты разных уровней, они по возможности, я насколько знаю, Лунсин идет навстречу, дают возможность людям посещать это предприятие, смотреть. Журналистов вас приглашаю на то, чтобы вы вели вот такой, ну, если хотите, общественный надзор за деятельностью предприятия. На сегодняшний день то, что они 160 миллионов рублей заплатили и, вообще говоря, более 500 миллиарда рублей заплатили налогов в республиканский только бюджет, что ж, это здорово. Мы вместе с Лунсином, например, реализовали вот эту асфальтовую дорогу, которая идет вокруг Кызыла. Чтобы большегрузные их машины, в том числе и другие машины, Ойна и другие, Кахемского угольного разреза, не ездили по той дороге, которая называется магистральная. Если вы помните, мы его построили тоже относительно недавно. И сейчас все большегрузные машины ездят в объезд города Кызыла. В нем есть 19 миллионов рублей Лунсина, который вложил эти деньги. Так что будьте, пожалуйста, объективны. По возможности защищайте Тувы от тех клеветы и лжи, которые наши недоброжелатели высказываются. А защищать нашу природу, защищать будущность наших детей мы обязаны, потому что дети детей наших здесь будут жить.